Добрый вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня в выпуске. Объемы, качество и сроки. В Якутске продолжается масштабный ремонт дорог. Как идут дела на участке Хатынгюрях? Четырехдневная рабочая неделя. Как оценивают якутяне такую возможную перспективу? За и против. Мнение экспертов в разборе Юлии Великодной. Первые на местном рынке. В Ленске предприятие по разливу молока расширяет ассортимент. Какие инновации появились на производстве? Было 90, стало 120 рублей. В Нерюнгринском районе обсуждают тему увеличения оплаты за питание в школах района. Выставка «Алмазная осень», экологический марафон, сдача ГТО. Все это в обзоре новостей Мирнинского района в конце выпуска. Поставки газа Иркутского и Якутского центров газодобычи по магистральному газопроводу «Сила Сибири» начнутся 1 декабря этого года. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Напомним, «Газпром» и китайская компания CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому «Восточному маршруту». Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Что касается самого крупного проекта этого года, это «Сила Сибири», и 1 декабря газ, безусловно, будет подан со стороны России на Китай. Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире, самому крупному импортеру. За 30 лет будет поставлен на 1 триллион кубометров газа на китайский рынок. В продолжении темы накануне глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в республике необходимо создать новое юридическое лицо, подчиняющееся «Газпрому» и которое бы являлось оператором проекта «Сила Сибири». Цитата. «Стройкой и обслуживанием месторождений занимаются различные структуры «Газпрома» разного федерального подчинения. «Газпром Добыча Ноябрьск», «Газпром Трансгаз Томск», а единого предприятия, которое занималось бы реализацией проекта добычи газа и его транспортировки в Якутии, нет. Я за то, чтобы на территории Якутии появилось юрлицо, которое занималось бы всеми этими вопросами, платило бы налоги и привлекало местные кадры на работу». Конец цитаты. К другим темам. Четырехдневная рабочая неделя еще несколько месяцев назад стала главной темой для обсуждения в стране. Известно, что глава правительства дал задание представителям Минтруда рассмотреть такое предложение до конца сентября. Мнение якутян, также все за и против такой инициативы, взвесила наш корреспондент Юлия Великодная. 7 марта 1967 года ЦК КПСС, Совет министров СССР и Всесоюзный Центральный совет профессиональных союзов приняли постановление о переводе рабочих и служащих предприятий, учреждений и организаций на 5-дневную рабочую неделю с 2 выходными днями. Спустя неделю Президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ. С тех пор нормы рабочего времени ни в СССР, ни в России не менялись. И вот 11 июня этого года премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на международной конференции труда, заявил, что рабочая неделя в будущем может стать 4-дневной. Премьер напомнил, что столетия назад Генри Форд решился на сокращение рабочей недели с 48 до 40 часов и получил впечатляющий рост производительности труда. Медведев сослался и на более свежий пример. Компания из Новой Зеландии вела 4-дневную рабочую неделю с оплатой 3 выходных. В итоге, по его словам, прирост производительности в перерасчете на 1 час рабочего времени составил около 20%, а уровень стресса сотрудников значительно снизился. Если приводить в пример зарубежные страны, то самая короткая рабочая неделя сейчас в Нидерландах, где граждане отрабатывают в среднем 29 часов за 4 рабочих дня, а оставшиеся 3 дня отдыхают. А самые трудолюбивые японцы и корейцы, проводящие на работе до 55 часов в неделю. По производственному календарю, включая длительные праздничные выходные, Россия в 5 стран трудоголиков, на 1-м месте Мексика. А лентяем по статистике оказалась Германия.
Что касается профсоюзов, осуществляющих деятельность в России, новую идею они поддерживают. Федерация профсоюзов, которую в информационном пространстве можно встретить под аббревиатурой ФНПР, предлагает рассмотреть такой вариант, сохранив при этом заработную плату людей, осуществляющих трудовые процессы. В нашей республике, как известно, к федеральным праздничным дням добавляются региональные. При этом в Якутии закон о дополнительных нерабочих праздничных днях носит рекомендательный характер. Что же думают о переходе на 4-дневную рабочую неделю якутяне? Меня устраивает, да. Почему? Потому что есть 3 дня выходных. Для семейных людей, наверное, 4 дня подряд работать днями нормально, а на 3 дня предоставить семье. Наверное, хорошо. Нормально. Какая-то ерунда, наверное. Ну хорошо. Нормально. Ну, так-то было бы хорошо. 4 дня проработал, 3 дня отдыхаешь. Ну, а в плане денег, конечно, наверное, это будет невыгодно. Во-первых, если при такой зарплате, то неплохо. Это будет дополнительный стимул для нас, женщин, для матерей, бабушек. Больше будет свободного времени на семью и на себя. Тут как посмотреть, потому что, в принципе, меня устраивает 5-дневная рабочая неделя. Я считаю, что достаточно 2 выходных дней. Слишком много выходных дней не дает ничего хорошего. Но я считаю, что сильно много выходных в России у нас. Работать надо. Надо убрать все праздники, работать и работать. Я считаю, что это отразится в первую очередь на зарплату. Поэтому считаю, что это не самая лучшая идея. Я думаю, плохо. Мы все потеряем в зарплате. Насчет зарплаты надо подумать. Конечно, наверное, уменьшится. Это, конечно, очень плохо. Мнения якутян разделились. Эксперты также не дают однозначного ответа, к чему может привести сокращение рабочего времени. В этом процессе есть как свои плюсы, так и определенные подводные камни. Так, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев подчеркивает, если в теории сокращение рабочего времени сказывается положительно на экономических процессах, то на практике все может выглядеть не так радужно. Но исключена вероятность сокращения зарплаты и персонала. И наоборот, увеличение ежедневной нагрузки на оставшихся работников. А доцент кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова Инга Корягина из минусов отмечают следующие моменты. Первое. Работать продуктивно по 10 часов в день – тяжелая задача. Нужна привычка. Иначе усталость снизит продуктивность. Второе. Позднее возвращение домой приведет к нежеланию встречаться с друзьями и отдыхать за пределами квартиры. Третье. Семейным сотрудникам нужно будет искать няню на вечерние часы и перестраивать график ухода за детьми или пожилыми родителями. Пока, конечно, можно сказать, что наша страна, наша экономика не готовы к такому переходу, поскольку по производительности труда мы находимся в мире на, по-моему, 34-м месте. По роботизации производства мы занимаем всего-навсего 27-е место в мире. Поэтому объективных предпосылок, объективных условий для того, чтобы у нас произошли такие изменения, нету. Если же мы сократим количество рабочих дней до 4, но сделаем продолжительность рабочего дня 10 часов, тогда весь смысл теряется, потому что мы будем еще больше уставать, наша производительность будет сокращаться. В Якутске продолжается масштабный ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня подрядные организации заняты на 16 улицах столицы. Работы по всем 19 объектам планируют завершить к концу октября. Как идут дела на участке Хатынь-Урях в репортаже Саргаланы Федоровой. Больше не будет огромных луж и грязи после ливня. На участке Хатынь-Урях обустраивают водоотводные лотки протяженностью 2 километра. Они соединят всю городскую сеть в одну систему. Отводные лотки, у них уровень выше, чем в проезжей части. Да, недоумение у жителей, почему такие лотки, как это все будет происходить. Но все дело в водоотводном уклоне, и вот эта вся система она должна работать. То есть водоотводные лотки должны попадать в городской канал и уже
дальнейшем очищаться и уже спрос в водоемы ближайшие. Участок от Вилюйского тракта до улицы Курнатовского переживает капремонт еще с июня. Это порядка 5 километров дорожного полотна. Дорожники заменили 5000 квадратных метров талого грунта. Из-за затянувшихся работ по ликвидации пучин ранее были отставания от графика. Сейчас вся подготовительная работа проделана. Асфальт уложили на участке 800 метров. До второй дамбы готовят под него основание. К асфальтированию приступят завтра и завершат к концу месяца. Ну, вообще, в целом, мне кажется, то, что не успеют сделать ремонт. Я только что был на Жирницкого, там нету асфальта вообще. Также в следующем году и в последующих годах нужно учесть то, что 2 параллельные улицы никогда не надо делать, потому что большие пробки. Стоимость работ на участке составила 244 миллиона рублей. На следующий год в план благоустройства включили озеленение территории и обустройство тротуаров. Когда вот здесь появятся бордюры и тротуары, то можно будет передвигаться без пыли. Наладится и схема движения транспорта. Сегодня работы по асфальтированию идут на 6 улицах. Всего более 25 километров дорог будет отремонтировано к концу октября. Помимо этого, в графике дорожных работ 3 мостовых перехода через реки Шестаковка, Мархинка и в микрорайоне Северный. Объем расходов на строительство составит 1,5 миллиарда рублей. Сегодня нацпроект по ремонту дорог выполнили на 60%. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Артезианская вода, или как называют ученые «живая», для жителей Якутска станет доступнее. Институт мерзлотоведения уже со следующего месяца начнет реализацию такой воды. Они обещают, что на выходе их вода будет еще и минерально богатым, рассказывает Дмитрий Тымыров. 2 года назад научным сотрудникам института была разработана технология очистки подмерзлотной воды от содержания лития, которым так богата подземная вода. Вода артезианского бассейна, она содержит повышенное содержание этого лития, и в связи с этим ее нельзя использовать непосредственно без предварительной обработки в качестве питьевого. Сегодня якутские ученые решили также внести свою лепту в оздоровление населения города Якутска. Здесь, в здании самого института, на 1-м этаже построили целый цех по очистке и разливу артезианской воды. Цех будет введен через месяц, это 1 октября. Оборудование стоит итальянское, обратно-осмотическая установка стоит, это производительностью 2 куба в час. Фильтра стоят, сорбционный фильтр, осветительный фильтр, емкостной парк. И, соответственно, вот стоит моноблок розлива, который выпускает 100 бутылок в час. Как отмечают ученые, вода здесь перед разливом в бутыли будет также обогащена ценными минералами, которые необходимы каждому человеку. С рабочим визитом будущий цех посетил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Дмитрий Садовников. Он отметил, что такие проекты сегодня надо поддерживать и развивать. В недалеком будущем они намерены выйти на проектную мощность. Это 1000 бутылок получается в день. И мы думаем, что считаем, что должны поддерживать и работать вместе с ними. Конкуренции будущий цех не боится. Цены будут такие же, как и у других поставщиков бутылированной воды. Вода будет стоить где-то 140 рублей за бутыль. А вы будете продавать только бутылированную воду или водовозки могут, или какие-то частники? По водовозкам разрабатывается цех очистки, водоочистки. Хотим уже пищевую воду, это уже 2-я очередь. Чтобы пищеблоки получали такую же пищевую воду, но дешевле в разы. А пока ждем открытия первой очереди нового цеха, где будут добывать, обрабатывать чистую, живую подземную воду. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи продолжает помогать якутянам. Специалисты работают в столице и в разных районах, помогают оказавшимся в сложной жизненной ситуации, а также выезжают на разные серьезные происшествия, где срочно нужна психологическая поддержка. Сюжет Ульяны Шагиной. Здравствуйте. Горячая линия слушает.
Матрена Сыроватская работает психологом более 13 лет. Она работник Центра социальной психологической службы, семьи и молодежи. Но при возникновении чрезвычайной ситуации приезжает именно сюда, чтобы помочь психологам МЧС. В горячей линии мы работаем по запросу МЧС. При чрезвычайных ситуациях звонки поступают очень часто. Психолог, он как бы координатор в данном ситуации получает. То есть он предоставляет информацию и родственникам, и специалистам, чтобы как находится пострадавший в данной ситуации. Сотрудники центра вот уже 10 лет успешно взаимодействуют с психологами МЧС. Именно слаженная работа помогает им своевременно оказать психологическую помощь пострадавшему населению. Психологов МЧС не совсем хватает для оказания экстренной психологической помощи всему населению, пострадавшим при чрезвычайной ситуации. Практика показывает, данное взаимодействие очень успешно себя показывает. Чрезвычайные ситуации бывают разного характера, будь то природные катаклизмы, дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом или авиакатастрофы. Психолог должен помочь пострадавшему справиться с ситуацией в первые минуты происшествия. Просто рядом побыть. Дать ему попить воды, да, что-то ему нужно. Почему? Потому что человек в этом состоянии, он отрицает все. В психологической спасательной службе Якутии работают более 700 психологов. Они находятся во всех районах региона и по первому вызову всегда готовы приехать на помощь. Мы приезжаем, оказываем в первую очередь психологическую поддержку родственникам пострадавших, то есть те, у которых там летальный исход, да, родственники получили. Потом информируем об психологических особенностях их состояния нынешнего, да, стрессовое состояние. Даем информацию о том, что они могут получить пролонгированную помощь, психологическую поддержку, и родственники, и близкие потерпевших, и сами же пострадавшие. Те, кто нуждается в дальнейшей психологической реабилитации, могут приехать в сам центр. Здесь несколько уютных кабинетов, где психологи проводят различные тренинги, общаются или помогают расслабиться с помощью различных устройств. После выездов на чрезвычайные ситуации психологи сами порой нуждаются в психологической разгрузке. И вот такие вот комнаты с массажными креслами как раз-таки помогают им эмоционально разгрузиться и расслабиться. Только за прошлый год сотрудники центра оказали психологическую помощь 20 пострадавшим в экстренных ситуациях. Они гордятся своей профессией, потому что понимают, что не только помогают человеку советами, но и порой спасают жизни. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Сейчас перерыв на короткую паузу. Вернемся через секунд 20. Оставайтесь с нами, смотрите далее. Первое на местном рынке в Ленске предприятие по разливу молока расширяет ассортимент. Какие инновации появились на производстве? Было 90, стало 120 рублей. В Нерюнгринском районе обсуждают тему увеличения оплаты за питание в школах района. Выставка «Алмазная осень», экологический марафон, сдача ГТО. Все это в обзоре новостей и событий Мирнинского района в конце выпуска. Якутия-24 в эфире. Программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. В Алданском районе остается высоким уровень заболеваемости микроспорией. Заражение стригущим лишаем в большинстве случаев происходит от бродячих животных. Как проявляется заболевание и на что необходимо обратить внимание, узнали наши алданские корреспонденты. Курс антибиотиков в стационаре, обработка пораженного участка кожи, затем контрольный период. Микроспория, известная в народе как стригущий лишай, излечивается порядка 3 недель. Стыдиться не надо. Мы никто от этого не гарантированы. В Алданском районе уровень заболеваемости микроспорией один из наиболее высоких по Якутии. В настоящее время с таким диагнозом в кожвендиспансере на лечении находится 4 пациентов. Заражение происходит преимущественно от животных. Чаще лишай переносят бездомные кошки и собаки. Лишаем можно заразиться в общественных местах, я так думаю, и от бродячих собак или кошек можно, если сильная любовь к этим животным, и ты всех подряд гладишь.
Стоит отметить, что больные кошечка или собачка вовсе не обязательно будут покрыты воспаленными шелушащимися пятнами. Грибковая нить может находиться на шерсти. Обнаруживается возбудитель заболевания лишь под светом лампы Вуда. Если микроспория, свечение будет такое салатно-зеленое. Вот так же и кошечек проверяют. Вот. И там может светиться один усик только. И все. Не обязательно, что вся там шерстка, а только один усик. И этого достаточно, чтобы заразить ребенка. Ежегодно в Алданском районе выявляется порядка 3-4 десятков случаев микроспории. Вспышка заболевания имела место в 2015 году в поселке Нижний Куранах. Тогда к врачам обратились 70 человек. Спустя 2 года рост наблюдался в Алдане. В 2017 этот диагноз был поставлен 50 пациентам. Далее спортсмены, борцы. Плохо обрабатывались ковры. И дети допускались на ковер без осмотра. Этот вопрос мы отрегулировали. В прошлом году было зафиксировано 36 случаев микроспории. За истекший период 2019-го лишай был диагностирован у 24 человек. Заболевание высококонтагиозное. От поражения грибком не застрахован никто. Дерматологи призывают не оставлять без внимания пятна, вдруг появившиеся на коже или волосяной части головы, а сразу обращаться к специалистам, чтобы начать лечение. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В Ленске единственное предприятие по разливу молока расширяет свой ассортимент. Какие инновации появились на производстве и что нового там планируют внедрить, узнала Анна Кожевникова. Пейте, дети, молоко. И не только дети, и не только молоко, а йогурты и кефиры. Тем более, если это продукция местного производства. Большинство сел поставляют свое молоко в ООО «Батамайское». Оно пользуется большой популярностью на местном рынке. Самая последняя инновация в производстве – молокопровод. Теперь сразу от вымя коровы молоко по трубам поступает на молокозавод. Мы его сразу пастеризуем, проходит очищение от посторонних запахов, проходит через гомогенизацию, то есть разбиваются жировые шарики, и потом уже идет на линию розлива. Ежедневно 1,5 тонны молока перерабатывается в этом небольшом помещении. Примерно от 600 до 900 литров идет на разлив молока, остальное на производство молочной продукции. В производстве с недавних пор появился йогурт и кефир. Никаких добавок в местной продукции нет. В перспективе расширения помещений молокозавода. На днях получили заявку в очень большом объеме. Весь район, получается, Витим, Пеледуй. То есть мы затронули все детские сады, школы. Сейчас у нас идет процесс конкретики. Хватит ли нам мощностей, чтобы обеспечить эти заявки? Для этих целей будет увеличено дойное стадо со 160 имеющихся коров до 210. Не только молоком планируют обеспечить район ООО «Батамайское», но и мясом. Поэтому на будущий год дополнительно построят ферму в Мурье, в которой будет содержаться молодняк. Выращивание скота на мясо. То есть задачу глава поставил, чтобы мясо в районе было ленское. Мы купили трактор МТЗ-82 новый, потом пресс-подборщик, который позволит нам самим заниматься заготовкой сена. Благодаря чему будет модернизирована котельная, а там уже при поддержке местной администрации тепло придет в дома батамайцев. Также планируется строительство благоустроенного дома для привлечения специалистов, таких как технолог и зоотехник. Хотя это единственное большое производство сельхозпродукции в районе и не муниципальное, со стороны районной власти оказывается ощутимая поддержка. Если в дальнейшем сотрудничество будет таким же плодотворным, Ленский район сможет самостоятельно обеспечивать себя молочной и мясной продукцией. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Нерюнгринском районе обсуждают тему увеличения оплаты за питание в школах района. В прошлом году завтрак стоил 90 рублей, в этом году на 30 рублей больше. С чем это связано, выясняла Александра Цыбикова. Да, недавно в социальных сетях поднималась тема, которую подняли возмущенные родители, считающие нерационально выплачивать 120 рублей в день ребенку на питание. А некоторые из них даже проводят собственное независимое расследование в соотношении цены и предлагаемого меню.
На 700 рублей выросла ежемесячная цена в школьных столовых. Почему так и что изменилось в рационе школьного меню? Этот вопрос мы решили задать в управлении образования Нерюнгринского района. 7 мая был издан приказ об утверждении меню на новый учебный год 2019-2020. Данное меню было разработано согласно санитарных правил и норм, которые утверждены у нас на уровне Российской Федерации. Также данное меню рассматривал Роспотребнадзор, и они нам его согласовали. Да, на самом деле это каким-то образом повлекло за собой повышение. Сегодня питание в завтраке стоит у нас 110 рублей. На сегодняшний день меню стало гораздо обширнее. Появились различные злаковые, кисломолочные изделия, сыры, йогурты и свежие фрукты. Александра Цыбикова, Захар Головин, Нерюнгри. Как дела в алмазной столице? Обзор новостей и событий Мирнинского района представляет Марферина Алексеева. В эфире новости Мирнинского района. Здравствуйте. Накануне в Мирном прошла традиционная осенняя выставка-ярмарка «Алмазная осень». Мероприятие проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Якутии, медиагруппы «Осетим» и администрации Мирнинского района. С каждым разом выставка местного экологически чистого производства пользуется большим спросом у горожан. Местную продукцию представили предприниматели Сунтарского района. Особым спросом пользовалась молочная и мясная продукция. Овощи со своего огорода также представили местные огородники. Со слов покупателей, цены на овощи оказались намного ниже магазинных. Это свежие продукты, которые мы, как говорится, здесь на севере очень-то мало пользуемся. У нас обычно все завозное, а здесь как-то свое. Я думаю, для здоровья это полезно. Масло, творожок, сметанка. В общем-то, я считаю, что необходимы такие ярмарки. Жителям Алмазного региона, вот именно в город Мирный, у нас очень мало приезжает продукции, ближайшие районы. Еще бы хотелось, чтобы восточных якутских районов, чтобы приехали, но у нас дорога дальняя. Специалисты районной администрации совместно с Мирнинским экологическим надзором поддержали экологический марафон «Чистые берега Дальнего Востока». Активное участие в акции приняла молодежь микрорайона Заречный. Совместными усилиями была очищена прибрежная зона реки Ирилях. Нам бы хотелось, чтобы берега, леса были чистые, чтобы можно было приятно выйти на природу, отдохнуть, при этом не смотреть на мусор. Мы очень много ловушек увидели для животных, и они наполнены стеклами. Животные могут попасть туда и пораниться. До конца сентября планируется проведение общероссийского субботника «Зеленая Россия». Поддержать акцию может любой желающий. С каждым разом все больше мирнинцев присоединяется к всероссийскому движению «Готов к труду и обороне». На этот раз сдать физкультурный комплекс пришло более 300 горожан. Комплекс состоял из 9 различных нормативов. Попробовала испытать себя, попробовать, что я могу. И вот пока получается. Надеюсь, что 5 кругов надо еще пробежать. Я думаю, что постараюсь выполнить. Желаю всем удачи, надо заниматься спортом, тогда будете долго и здорово жить. Закрытие оздоровительного сезона алмазного марафона продолжается массовым забегом. 8 сентября специалисты культурно-спортивного комплекса организовали для горожан беговую акцию «Мирный забег». Дистанция кросса 2 километра. Помимо забега организаторы порадовали жителей праздничной программой, флешмобом и вечеринкой, на которые смогут попасть победители забега. Также на лыжной базе Заречной состоялось ежегодное соревнование кросс-кантри, прирученное Дню велосипедного спорта. Участниками стали 22 спортсмена с Ленского и Мирнинского района. Соревнования проходят в 2 этапа – личные и командные. Дистанция для мужчин составила 5 километров, для женщин – 3. Победителями 3 номинаций командного зачета стали участники Ленского района. День просто замечательный, но трасса все равно немножко мокровато. Сегодня солнце светит, отличная погода. Жалко очень мало, что участников с Мирного. Очень жалко. Мы 13 человек приехали с Ленска специально. И у вас мало на месте, и почему-то людей мало. Очень обидно. А на этом пока все. До новых встреч в эфире. Наш телеканал продолжает работу. Оставайтесь с нами. Будьте всегда в курсе.